Рассматривая кадры военной хроники, задумываешься о храбрости их автора, ведь держать фокус в момент, когда над головой свистят пули, непросто. Так, рискуя жизнью, известный абхазский журналист, военный корреспондент Екатерина Бебия вместе с коллегами собирала бесценные кадры, которые сегодня являются частью летописи войны. Вы знаете, как относились к нашим съемкам, нашим записям? Они говорили, самцы бара, вот он засознева, создырцу, видеоконхапра. И как раз таки у многих вот наследие, то, что они оставили, это видеоряд, это их голоса. Голоса тех, кто погиб, защищая Родину, образы героев и события, запечатленные на сотнях снимков из архива Екатерины Бебия, будут представлены в преддверии Дня Победы сразу на 3 фотовыставках – 27, 28 и 29 сентября. Экспозиции состоятся при поддержке сотового оператора Амобайл, специалисты которого всегда являются инициаторами важных и нужных проектов. Сотовая связь Амобайл. Я хочу выразить благодарность. Если не они, если не сотрудники сотовой связи, я, может, даже и не решилась бы. Этот год у меня очень тяжелый год. Я в трауре, я и не думала что-то организовывать, но они мне помогли еще выйти из вот такого кризиса, можно сказать. И я поработала, чтобы их не подвести. Весь видеоархив, вы сами знаете, это не одна кассета, это несколько видеокассет. Все перерыть, выбрать из тех, что у меня есть, самые оригинальные кадры, их взять на фотостоп и подготовить для фотовыставки. Это не так легко, сами понимаете. Но я с удовольствием работала, потому что это наш архив, это наш героизм наших ребят. Каждый миг мы все обсуждали. Это не так легко, сами понимаете. Даже начиная с пригласительных билетов. Я даже сказала, может, не нужно пригласительные билеты, но они настолько красиво все это подготовили. И фотографии они сами выбирали. И даже вот эти же военные фотографии они сами почистили, привели в порядок. Первая фотовыставка пройдет 27 сентября, начало в 11:00. Вторая – 28 сентября на площади перед Абхазским драматическим театром, также с 11 часов утра. 29 числа в Ощемчирском доме культуры, начало в 12:00. Екатерина Георгиевна прошла всю войну с камерой в руках и запечатлела такие моменты, которые впоследствии стали историей победы и независимости народа Абхазии. Это очень важные кадры, очень нужные и с огромным смыслом для всей Абхазии, будущих поколений, для истории. И вообще это очень трогательные моменты, которые нужно помнить, нельзя забывать. На фотовыставке представят 170 снимков из архива Екатерины Бебия. Каждая фотография – судьба человека, история отдельной семьи, которую разлучила война. Был такой момент в моей жизни, пришла женщина ко мне домой после войны, и она сказала, я сына воспитала без отца, он погиб на войне, отец, и вот сейчас он женился, свадьбу мы играем, и сын попросил, я хочу на свадьбе, чтобы был отец, отца нет, но я хочу, чтобы ты показала видео. А мы же всех наизусть не знали. И я говорю, как мне его найти, ни имени, ни фамилии. И она приблизительно сказала, в какой бой, где я его снимала. Я ее посадила и открыла все эти видеокадры, и она сама смотрела. 3 дня смотрела, не могла найти. А она дома, у меня еще офис не был, дома вот прямо. Я ее оставляла и уходила. И вы представляете, один день я прихожу, она сидит, плачет и говорит, я его нашла. И она до такой степени это так восприняла, как будто он живой вернулся. И я ей переписала, еще добавила, сюжет подготовила. И мы это крутили во время свадьбы сына. И он говорит, выше подарка в моей жизни не будет. Возможно, на этих фотографиях многие узнают родных и близких, героев, которые оставили бессмертный след в истории Абхазии. Гугуца Вардания, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.